Меня зовут Халилова Алсу Аниловна, я являюсь из Краснокамского района, приехала, и маленькое предисловие. Я работаю режиссером-постановщиком в Центральном районном доме культуры Краснокамского района и являюсь председателем молодежного совета. И сегодняшний проект, который я предоставляю, это мое детище, это то, чем я уже занимаюсь. И сегодня я бы хотела при помощи поддержки наших кураторов исправить все недочеты и вывести данный проект уже на более другой обширный уровень, скажем так. Проект для активной молодежи нашего района «Школа аниматоров Мечта». В нашем Краснокамском районе проживает очень активная творческая молодежь. Я это знаю, исходя из опыта своей профессии. И сегодня я работаю в отделе культуры, заметила, что нам не хватает специалистов, скажем так, людей творческих, которые могут на мероприятиях, которые проводятся в нашем районе, работать с детьми. То есть у нас есть, например, хореограф, он танцует, да? У нас есть вокалист, он красиво поет. А когда мы проводим какое-то мероприятие, где зрителями являются дети, то есть песни, танцы, это очень интересно, но когда нужно их завлечь, как-то развлечь через разные игровые моменты, это идет немножко очень сложновато. И мы сегодня хотели бы собрать молодежь, да, вот людей, которые в этом заинтересованы, которым это нравится делать, и школа молодого аниматора, скажем так, обучить их основам аниматорской деятельности, и потом, чтобы они уже могли применять данные полученные знания уже на разных мероприятиях, площадках. К сожалению, моя презентация не очень правильная, жесткий диск, который я привезла, он у меня ударился, не открывается, мы быстренько сделали. Что из себя представляет проект? Вот я уже сказала, поддержка активных подростков, обладающих творческим потенциалом и задатками лидера. Что мы будем, раз это школа, чему мы обучаем? Мы хотим пригласить разных специалистов в разной сфере, аниматоры, ведущие, режиссеры, сценаристы, актеров, и чтобы они уже давали полноценные знания нашим лидерам нашего Краснокамского района. Коротко описала, кто это будет осуществлять. Наши партнеры, конечно, это молодежный совет нашего района. У нас очень классные, веселые ребята, скажем так, с разных сельских поселений, которые мы собрали. То есть таким образом мы уже можем придать масштабность данному проекту. То есть у нас уже будет Краснокамский район не только в нашем, там, где я работаю, не только в Доме культуры уже его реализовывать, а уже благодаря нашим ребятам уже и на местах проводить эту работу, скажем так. Вот география проекта — это село Никола-Березка, я уверена, Ирина, вы знаете, да, где это все происходит. Краснокамский район, село Никола-Березка — это наш районный центр, и село Куяново, там тоже очень большая школа, 550 детей обучается. Мы провели опрос, и этот проект очень сильно поддерживается. Но, к сожалению, меня одной только, чтобы его реализовать, маловато, скажем так. И мы хотели бы, если у нас все получится, и проект будет услышан, скажем так, на уже более масштабном уровне, чтобы у нас не было такого, что я подхожу и говорю, да, уважаемый хореограф, мы бы хотели поставить интересный мюзикл, помогите нам поставить танец. Не так, а уже чтобы было закреплено. Вот вы хореограф, все, проект, 3 месяца, школа аниматоров, вы работаете, вот вам график, утвержденный, все, вот таким вот образом, скажем так, уже на профессиональном уровне данную работу выстроить. 3 месяца реализация проекта. Да, я пишу 2020 год, на самом деле в 2020 году, в сентябрь, октябрь, ноябрь данный проект мы уже у себя, скажем так, отработали. Честно говоря, 6 детей, которые ко мне ходили, да, они работают на сегодняшний день уже аниматорами, и они благодарят, что говорят спасибо за эти знания, мы получили очень много интересного и очень много полезного. Время. Да, время уже вышло, поэтому я же говорю, что мне немножко здесь не то. У нас есть другая презентация, более хорошая, но она у нас там. Да, это уже не отмажется, поэтому мы быстренько родились, скажем так, да. Я думаю, я, конечно, очень переживаю, но я постаралась максимально донести то, что я хотела сказать, поэтому я готова к вашим критериям, вашим замечаниям, все обязательно исправим и будем дальше работать над данным проектом. Спасибо большое. Сразу вопросы. По поводу ребят, которые обучатся на аниматоров. Дальше что с ними будет? Вообще мы хотим... Есть такая проблема, да? Если студент и ученик, например, 11 класса не смог сдать ЕГЭ, да, и ему нужно 1 год прождать. И вообще идея у меня с этого рождалась. То есть суть подработки, да, подработки, дополнительное, да, умение. И, конечно, мы уверены, что если мы их так поддерживаем, они обязательно обратно, когда получат знания в университете, вернутся к нам в район. Не факт. Такой. Не факт, да, но главное то, что мы начинаем направление. Тогда, если, по сути, если мы готовим ребят, которые потом у нас могут аниматорами, да, где-то работать или подрабатывать, здесь можно с партнерами подумать.
И по поводу подработки. То есть здесь это должно, ну, в течение всего проекта прослеживаться. Я вообще только в конце поняла, что, наверное, они смогут где-то подрабатывать. Да. Вот, исходя из презентации, которую вы говорили вслух, ну, понятно, да, что там что-то у вас об скалу разбилось. Можно еще добавить? Я работаю в отделе культуры, и очень бы хотелось, чтобы эти ребята, которые получат знания в этой школе, сначала первые навыки именно в отделе культуры у нас отрабатывали, на наших районных мероприятиях. То есть пока они будут зарабатывать, это дополнительно, они уже сами, их дополнительный заработок, скажем так, чтобы в отделе культуры на наших мероприятиях, которые мы готовим для нашего района, они активно внедрялись, свои знания использовали. Вот, вообще классно, с аниматорами супер. Они нужны, это больше ребят, которые будут обучены вот этим творческим моментом, да, им это пригодится. Я вот 5 лет занимаюсь отрядами, и мы тоже аниматоров трудоустраиваем. И есть даже база. И из-за пределы региона они выезжают, работают, зарабатывают деньги и возвращаются. Вот. Но есть такой момент, что мы формируем базы, да, и ребята уплывают просто. Вот мы вкладываем силы, мы их обучаем, мы им говорим, мы их ждем. Да, а они потом уходят, аниматоры же потом очень хорошо, ну, неплохо, это не секрет, подрабатывают, зарабатывают, ну, для себя. То есть здесь как-то больше я бы поработала еще с ценностями, чтобы ребята понимали, что мы это делаем во благо нашей республики Башкортостан. Если мы создаем такую школу, чтобы они, ну, во-первых, конечно же, у вас в мероприятиях активное участие принимали, да, в вашем районе, ну, и во-вторых, наверное, чтобы они понимали, что вы сможете обеспечить их трудом, там, в республике и не только, поэтому можем на эту тему потом уже пообщаться, потому что как раз-таки у нас очень был неплохой запрос, например, в отеле «Ялта Интурист» 4 звезды в Крыму. Почему бы нашим ребятам там не грузчиками работать, да, а аниматорами, например. И в Турцию мы сейчас отправили вот отряд гидов. Почему бы мы аниматоров, например, не отправили, обученных? Вот, но от 18 лет. Вот, что у вас происходит с детьми от 14 до 18, здесь тоже можно подумать. Я добавлю комментарий Ирины. Вот опять же, смотрю вашу заявку. Проект «Школа аниматоров» направлен на что, да? Конечная цель. Создание коллектива подростков-аниматоров. То есть создание чего-то. Чем это занимается, да, их площадка? Обоснование. Потому что они хотели что-то делать. Но вот не совсем понятно, не совсем убедительно. Давайте вот еще раз посмотрим. Создать какую-то площадку, создать какую-то школу. Что данная школа даст? Ирина в абсолютно верном направлении сейчас дала комментарий. То есть в конечном итоге мы проводим школу, чтобы повысить уровень конкурентоспособности данных кадров на рынке труда. Вот это, понимаете, будет качественное изменение. Или из выпускников вашей школы вы трудоустроите не менее 50%, 4 человека из 8. Вот это ваши показатели. Если вы за это заявляете, это делаете, вот это и есть социальный эффект. А все остальное, честно, это вода. Поэтому поработайте еще. Ладно? Спасибо большое. Если вы это организуете, мы готовы вам рабочие места предоставить. И ноутбук за 56 тысяч вам не нужен для этого проекта. Честно, можно я признаюсь? Мы купили за 20. Да? Да. Хорошо, ценник уже можно лучше сделать. Главное, что мы показали. Вот все можно сделать, просто можно не выиграть, а можно выиграть. Да, тоже вот Ирина и Вита сказали, то есть на самом деле вот нужно прописать саму ту проблему, из чего вы исходили, то есть, что вас беспокоит. Я вот сначала сижу, листаю, смотрю вот на школу аниматора, да, ну вроде бы интересно, коммерция по факту, да, то есть вот, вроде бы Визитки там. визитки, да, сметьте, вот это убрать надо обязательно, это не надо. Хорошо. Коммерция отдельно поговорим. А ладно, мы не обязательно Нет, дойдем. это нормальное явление, когда человек от своей общественной работы потом переходит в процессе на... Это даже хорошо. Да, это хорошо. В этом не... Да. Только не сразу Да, спокойнее, да? Здесь вот, если бы ты написала то, что какая проблема, то что да, у нас есть несколько групп, да, молодежи, вот школьники, которые не смогли купить в университет, да, это вот одна группа, да. Возможно, это выпускники колледжа, да, или которые, или же, возможно, действующие студенты колледжа или университета, которые хотят подрабатывать аниматорами. Мы хотим повысить их качество, да. Да, свободное время. Мы бесплатно их обучим. Да. То есть это необходимо. Почему? Потому что аниматоры нужны, потому что это праздник для детей и так далее. Если вот именно с этой стороны подходить, мне кажется, это более правильно. Спасибо. Но надо, чтобы вот это вот прослеживалось прям по всему Да, проекту. да. Потому что ребята разные есть. Кому вот мы успеваем это объяснить, да, они и работают на себя, конечно же, нужен хлеб, да, тем, кто у нас аниматоры, кто выпустился, конечно, кушать там покупать, одеваться. А есть ребята, которые вот это поняли вовремя, они потом, они и кушают хлеб,
И полезное что-то дальше уже для наших организаций делают. Там бесплатно, например, во дворах с детишками работают. Да, игровая Вот, мы площадка, же это дворовые больше игры, хотим ага, делать, да. да. Да, вот возможно, помимо не только вот самого обучения, так и аниматоров, возможно, и прописать проект проведения каких-то бесплатных праздников для детей. Да. То есть вот парад колясок, не знаю, вот, или каких-то, ну, вы же сильно. Когда мы делали Новокабанов, выезжали, Да. то есть праздник проводили для Да, то детей есть в приюте, да. Да, вот ага. это прописать, мы Хорошо. со своими обучающими обучаем проводим бесплатно на площади, да, в школах, в детских садах, проводим такие праздники, да, как это обязательно прописать. Потом по смете проработать, потому что вот комплекс реквизита супераниматора, я не понимаю. Честно, да, вот есть такой вот прикольный реквизит, мыльные пузыри вот так Сейчас, достают, да, это да, вот да. хотим мы приобрести. Да, сейчас это объяснять не надо. Ага. Просто я хочу сказать, вот, Как его правильно написать? да, напишите приложение номер 1, да, и и картинку. и описание, да, что это И такое. объяснить, для чего он вам нужен. Я сразу Да. говорю, что в аренду будете сдавать. Нет. Мы так даже не планируем этой идеи, кстати, спасибо. Вот, приобретение костюма аниматора, за 4 костюма. Это костюм. Ну, то, Хорошо, то есть приложение, фотографии, все да, прикрепить. да, да, с объяснением, что это такое. Спасибо. В аренду сдавать. Почему бы нет? Заработать, это же заработать. И ноутбук второй купить. И ноутбук второй за 20 тысяч купить. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. На самом деле, я его первый раз защищала перед вот такой вот комиссией. Наверное, были какие-то недочеты. Обязательно все исправим и вернемся к этому Вам проекту. очень помогает, чтобы вы уверенно говорите. То есть даже если вы где-то плаваете, эксперт Да, не и заметит. еще Это один хорошо. нюанс для Общаемся выступления. потом. Вот. Не надо говорить, вот я переживала. Да, я знаю, что это неправильно играть против меня. Ну, не надо. Все-таки я тебе сдала большой вопрос. Так, далее у нас Спасибо. кто защищает?